Салям алейкум. Мы снова приветствуем вас в студии телемарафона, посвященной третьей годовщине оккупации Крыма Российской Федерации. Вы только что просмотрели фильм телеканала АТР «Гибридное гетто». Сейчас у нас в эфире выступление председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова на сегодняшнем митинге на Майдане Независимости в Киеве, как раз тоже приуроченного к этой дате. 26 лютого 2014 року вся Україна вдивлялася в обличчя тих тисяч кримських татар, українців, які зібралися у стін Верховної Ради Криму. 26 лютого 2014 року кримські татари, українці, багато було людей інших національностей, які зібралися за закликом Меджлісу кримсько-татарського народу, не дали проросійським політикам Криму і їх агентам, які вже наводнили Крим, не дали зманіпулювати ситуацію. І тоді Путін був змушений запустити інший механізм. Вночі, вранці 27-го, Верховна Рада Криму, Рада міністрів Криму була захоплена так званими зеленими чоловічками з великою копою зброєю. З території гарнізону Чорноморського флоту, яка знаходилася за дозволом України, виповзли десятки тяжких військових БТРів і іншої техніки. Літаки вантажні вже летіли на Сімферопольський аеропорт Бельбек з десантом. Кораблі з Новоросійську Анапу загружені доверху технікою, тисячами військових спрямувались до Криму. Путін був змушений розпочати пряме вторгнення військове на українську територію на очах всього світу. Його змусили на те люди, які і не дали 26 лютого Верховній Раді Криму частині проросійських депутатів сфальшувати. Мене сьогодні вранці на одному із круглих столів запитали: ви сказали тоді 26-го ввечері на всю Україну, що Крим переміг? Я дійсно пам'ятаю ці слова. Я сказав, що десятки тисяч людей кримських, які вийшли до Верховної Ради Криму, захистили себе, захистили Крим, захистили Україну. І вся Україна була в радості від того, що Крим вистояв. Кримські татари вистояли, українці вистояли. Але бачимо, що перед великою навалою імперської держави, як Росія, треба було готуватися до зовсім інших подій. І я тому сьогодні, відповідаючи на це запитання, відповів: так, ми не змогли закріпити нашу перемогу, але не думайте, що Путін переміг. Путін, кинувши війська для захоплення Криму, розпочав знищення Росії. Путін розпочав шлях до свого знищення. І ми знаємо, що буде наприкінці. Крим повернеться в Україну. Росія розпадеться на декілька держав. Путін буде покараний міжнародним судом. Це все стане можливим завдяки тому, що 3 роки тому от ті 15-16 тисяч кримських татар, українців, інших вистояли, витримали. 26 лютого, 3 роки тому, Україна вдивлялася в обличчя тих людей. Тепер вони
дивляться в обличчя кожному, хто на материковій Україні. Вони зараз дивляться нас в прямому ефірі. Вони бачать вас. Підніміть прапори, підніміть українські, кримськотатарські прапори. Хай вони маярять. Там нас дивляться в Криму. Вони дивляться в очі кожному з нас, бо чекають, коли почнеться повернення. І оце вдивлення цих людей має змусити кожного політика, президента України, голову уряду, кожного народного депутата має змусити на те, щоб за деклараціями ми розпочали конкретні практичні дії, які би наближували би час повернення. Ми декілька днів тому на різних заходах, включаючи Верховній Раді України, сказали про те, що нас всіх, українців, кримських татар, росіян, євреїв, естонців, хто тут є в Україні, всіх має об'єднувати одна формула, щоб не було фальші, щоб не було імітування, щоб не було якихось хитрощів. І ця одна формула має звучати таким чином: відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь. Це є червона лінія, за яку не можна нікому піти. І кожний, хто буде переходити цю червону лінію, він має бути покараний. Бо за цією червоною лінією вже не буде України, не буде кримсько-татарського народу, не буде української нації, бо Путін і Росія мають кінцеву мету, і вона всім нам відома – не дати вистояти Україні. Отже, ми сподіваємося, що ті закони, які будуть прийняті в Верховній Раді, і щодо окупованих територій, і щодо статусу кримсько-татарського народу, і щодо корінних народів України, вони мають якомога скоріше знайти єдність, розуміння всіх політиків і мають бути підтримані. Ми все ще очікуємо, що президент прискорить прийняття рішення щодо розробки доповнень змін до розділу 10 Конституції України, яка називається Автономна Республіка Крим. Я думаю, що сьогодні вже нікого в Україні немає сумніву в тому, що ми, кримські татари, повернемося. Немає сумніву в тому, що ми повернемося разом з українцями і Україною. Отже, не має бути ні в кого сумніву в тому, що ми відновимо свою національну територіальну автономію. Іншого вже не буде, бо інакше не буде кримсько-татарського народу. Інше було 23 роки. Ми слухалися всіх, ми терпіли, ми входили в розуміння до кожного. Ми думали про те, що потім, коли всі стануть на ноги, коли армія укріпиться. Але сталося так, що коли прийшов ворог, нема було кому захистити ані Крим, ані кримських татар. Тепер такого не буде. Україна вже є зовсім іншою. Армія є зовсім іншою. Армія є патріотична. І тепер Крим також не буде безликою російською, безмозглою такою автономією. Це буде кримсько-татарська національна автономія у складі незалежної України. Це мають знати все, і з цього мають виходити. Ці дні за закликом Меджлісу кримсько-татарського народу, Всесвітнього конгресу кримсько-татарського народу і наших дуже таких відданих партнерів Конгресу, Всесвітнього конгресу українців, проводяться такі заходи на підтримку кримських татар в багатьох країнах. Вчора відбувся мітинг протесту біля російського посольства в Анкарі, столиці Туреччини, завдяки організаціям кримсько-татарської і української діаспор. І ми дякуємо також посольству України. Вони відкривали вчора дуже велику таку виставку, де показувалась історія Крима і сьогоднішній стан з правами людей. Сьогодні в Стамбулі біля будинку Генерального консульства Російської Федерації відбувся величезний мітинг,
також зорганізований організаціями кримсько-татарської і української діаспор. В Москві, де зараз відбувається марш пам'яті Бориса Немцова, в цьому марші є кримсько-татарська колона. Там наші представники з Криму, там наші соратники, які живуть в Москві. 28-го в Варшаві вийдуть поляки, українці і кримські татари біля російського посольства. Ми не дамо їм спокою, поки вони не підуть геть з української землі, поки вони не звільнять Крим, поки останній той бандит, який введений Путіном, він не знайде своє гідне місце в українській землі. Він буде закопаний. Дорогі друзі, я хочу подякувати всім вам, подякувати всім тим, хто допомагав нашій молоді. Я хочу ще раз закликати вас в будь-яких формах, за будь-які можливості. Думайте про те, що в Криму сотні і сотні тисяч людей, які в умовах окупації залишаються гідними. Вони вдивлюються в ваші очі. І будь-який момент знайдіть їм таку добру реакцію, добрий сигнал, бо Крим – це є Україна, а там є наші люди. Слава Україні! Мы продолжаем наш телемарафон, посвященный 26 февраля, дню начала российской оккупации Крыма. Уже 3 года с этого трагического для крымско-татарского народа момента. Эта часть марафона, которую сейчас увидите, посвящена истории. Истории Крыма и взаимоотношений крымских татар и Украины. Поэтому у нас в студии находится известный историк Гульнара Абдуллаева. Мы также ждем Вахтанга Кипиани, известного украинского историка, который сейчас появится в студии. А у нас на связи из Санкт-Петербурга по скайпу российский публицист, и я бы так сказал, патологоанатом русского мира Александр Глебович Невзоров. Приветствую вас, Александр Глебович. Привет, дорогой. Рад слышать. Как настроение ваше в такой день? Ну, нельзя сказать, что этот день каким-то особым образом чем-то вообще знаменуется в России. И то, что происходит у вас, те страсти и те надежды, которые вы вкладываете в те слова, которые сегодня говорите, они не доходят до России. Здесь достаточно мощно работают фильтры, отсекающие любую ненужную информацию. Поэтому сказать, что вот прям как-то вот мы здесь соощущаем, нет, такого нету. Ну, поэтому я и пригласил, я прекрасно знаю это, прекрасно знаю, как работает пропаганда российская, поэтому я пригласил вас именно на разговор об истории. Ведь не секрет, что аннексия Крыма, она сопровождалась в том числе и главным образом историческими аргументами о том, что Крым является исконно русской, православной землей и так далее. Насколько обоснованы эти духовные, православные претензии России на Крымский полуостров, на ваш взгляд? Трудно говорить, потому что история вообще не является наукой, ни в малейшей степени. Как ты сам понимаешь, прошлое состоит из многих триллионов как бы неких элементарных частиц. Да? Там и улыбки, и погода, и дождик, и кровь, и смерти, и чей-то взгляд, и еще масса обстоятельств. Никогда обратно сложить, да, в цельную картину у нас эти элементарные частицы уже не получится. Поэтому история — это всегда ссылки одних фантазеров на других. И я бы вообще рекомендовал здесь не адресовываться к истории, поскольку, ну, в принципе, мне, например, глубочайшим образом наплевать, что там было 200 или 300 лет назад. Я никогда на этом не основываюсь. На тот момент, когда Крым был отмародерен, скажем так, да, он принадлежал Украине, и это было реальностью, это было сегодняшней международной нормой. Дело в том, что то, что произошло, скажем так, совершенно закономерным, естественным образом
в связи с разбуханием той имперской идеи, которой Россия на протяжении последних 100-150 лет, 200 лет была предана и в соответствии с которой она действует. Вот эта имперская идея, это уже не история, это идеология, поэтому нам немножечко проще проследить ее эволюцию, ее развитие. Она обязывает, скажем так, Россию в ее естественном сегодняшнем историческом состоянии вести себя так же безобразно, как она себя ведет. И какие-то иллюзии, какие-то мысли про то, что можно демонстрацией страстей или негодованием поколебать те 86%, знаете, я думаю, что это иллюзии, это бесконечная наивность. Но хочу тебе сказать, Айдер, да, чтобы совсем на какой-то минорной ноте не заканчивать, пойми, что ведь даже этот имперский патриотизм сегодняшний в России – это во многом бизнес. Да? То есть это бизнес, вероятно, на 99%. Конечно, есть одиночные сумасшедшие, которые демонстрируют какую-то истеричную искренность. Но даже когда, например, этим занимается Кургинян, но мы обязаны понимать, что Кургинян очень хороший актер. И на самом деле за деньги и за положение, за доминацию, за возможности он может исполнить любую роль. И что все эти прокремлевские знаменосцы, все эти бесконечные нодовцы, это все люди, которые, в общем, сидят в той или иной степени на зарплатах, на финансировании, на откатах, на распилах своих собственных движений. И совершенно неизвестно, будут ли они также искренне орать «Крым наш», если их лишить, скажем так, тех больших-больших, крупных, хорошо начищенных копеечек, которые катятся в их карманы из Кремля. Поэтому, когда вы имеете дело сегодня с Россией, вы должны быть очень осторожны в своем пессимизме. Вы должны понимать, что, скорее всего, вы имеете дело с еще одним малоизвестным человечеству фактором и видом продажности. То есть, правильно я понял, что вот это весь Крым наш, вся эта имперская риторика из уст этих людей, о которых вы говорили, это такая, скажем так, верность проституток, которые, как флюгер, выстраиваются там, где есть деньги, и она закончится так же, как когда все это пройдет, и исчезнут деньги, исчезнут вот эти так называемые опоры русского мира в чисто материальном выражении. Айдер, если за эту речь на тебя проститутки подадут в суд, я их поддержу. Потому что за что ты оскорбляешь женщин, которые в силу разного рода несчастий и житейских тягот вынуждены торговать собой, я не понимаю. Здесь нет. Благородное слово «проститутки» тут совершенно не годится. Я прошу прощения, конечно же. Давай вместе извинимся перед проститутками за то, что мы сравнили их с русскими патриотами. Поэтому здесь нечто другое. Здесь некий загадочный, малоисследованный конгломерат. Пойми, сегодня быть патриотом, быть православным настолько выгодно в России, что заподозрить хоть кого-то в искренности абсолютно невозможно. И к тому же, как нам показывают недавние события, когда вчерашние слезоточивые, громоподобные патриоты вдруг в одну секунду оказываются на самом деле большими друзьями, любителями Украины. И бегут в эту Украину, как бежал когда-то Курбский, и оттуда начинают разоблачать. То есть, поймите, эти ребята, которые недавно сбежали из Думы, это очень среднее арифметическое всех депутатов и всех патриотов. В случае, я уверен, когда у кого-то еще под попами будет припекать, так поступят все 100% примерно. Поэтому сейчас очень интересный момент, очень интересный для наблюдения. А тягаться, кому и как он принадлежал в истории, этот Крым, это совершенно бессмысленно. В России это ни на кого впечатления не производит. В Россию вообще меньше всего беспокоят какие бы то ни было правовые, логические, разумные доводы. Их совершенно не волнует, что она вместе с этим Крымом обзавелась чудовищным набором проблем, которые не будут решены, даже если бы, предположим, скажем так, все вернулось бы в то состояние, в котором оно должно быть. Все равно проблемы, все равно
омерзительная репутация неандертальцев и такого хулиганья, шпанья, она все равно надолго останется и будет долго-долго портить России жизнь. Равно как и я подозреваю, что украинцы, в общем, не склонны некоторые вещи прощать и будут совершенно правы, потому что в ту минуту, когда они были в наиболее тяжелом состоянии, когда они были без сил, без прав, без возможностей, без государства, без армии, без полиции, без всего, в полном раздрае, вот тогда-то у них и отмародерили этот полуостров. Вы знаете, что, наверное, самым большим ругательством в Украине сейчас является словосочетание «братский народ» по отношению к Российской Федерации. Да, я понимаю, и я здесь абсолютно понимаю украинцев и понимаю, что дело уже не только в Крыме, дело скорее еще и в той мерзости, которая творится на Донбассе, в тех загадочных, непонятных уголовных формированиях, которые захватили Донбасс и которые грабят регион, которые издеваются над регионом, которые подставляют регион, потому что в любом случае, как бы мы ни пытались вот это вот все событие вертеть и рассматривать в пальцах, мы понимаем, что, конечно, виновнику происходящего на Донбассе только один, и это Россия. Скажите, пожалуйста, вы как человек, который находитесь в России, как влияет на настроение вот этих ультрапатриотов и сторонников русского мира вот эта бесконечная цепочка смертей явно не от рук украинских диверсионных групп, как это говорится пропагандой, вот этих именно сторонников русского мира в так называемой Новороссии? Да на них влияет только курс доллара. Больше их ничто не может огорчить или порадовать, потому что, как я говорю, и то, и другое, и третье – это бизнес. В конце концов, они все почему-то убеждены, что к ним эти трагические события не имеют отношения. Потом не забывай, что они морочат себе голову действительно рассказами об украинских диверсантах. Я не хочу никак обидеть украинские спецслужбы, но подозреваю, что максимум, на что они способны, это проникнуть и подложить сало. Александр Глебович, я вначале вас назвал, это такое мое глубокое убеждение, тоже как наблюдатель со стороны вас, неким патологоанатомом русского мира. Поэтому, ну, это такая специальность врачебная, которая ставит окончательный диагноз и, в общем, провожает в последний путь человека, а также явление. Каким, на ваш взгляд, будет конец этого самого русского мира? Вот ваш просто прогноз как наблюдателя за ходом событий и за человеческой сущностью. Если мы говорим вот о том уродстве, которое сегодня почему-то называется русским миром, и я боюсь, что эти слова накрепко приклеились вот к слюням Кургиняна, к фальшивым купленным шествиям под колорадскими знаменами и ленточками, к выступлению каких-то мотоциклистов, которые не могут сказать двух слов, к диким репликам на государственном уровне. Вот если имеется в виду под русским миром этот мир, то конец его будет, в общем, я бы сказал, довольно естественен и забавен. Я не думаю, что это будет связано с какой-нибудь трагедией. Просто в какой-то момент произойдет фазовый переход одних настроений к другим. И либо им просто перестанут платить за эти все вопли, корчи, истерики, как, например, сейчас перестали уже платить ноду, и прикинув, во что обходится весь бушующий патриотизм, там, в первый раз относительно адекватный человек в Кремле посмотрел внимательно платежные ведомости, которые пришлось выписывать на марширующих патриотов. Это ответственное лицо завизжало от ужаса, потому что не представляло себе, что речь идет именно о таких суммах. Я думаю, что все будет точно так же, как всегда у нас. То есть лицемерно, позорно, когда люди, которые вчера еще распинались в ненависти к Украине, будут говорить, что, вы знаете, вообще это мы вас разыгрывали, все это в шутку, все это не так, мы были вынуждены подчиняться. У нас ведь, по счастью, сейчас таких вот лютых настоящих фанатиков практически нет. То есть мы не можем сегрегировать этих лютых фанатиков от людей материально заинтересованных. Но я думаю, что материально заинтересованных 99,9%. Будут платить за любовь к Украине,
они будут кричать «Слава Украине» и сами себе будут отвечать «Героям слава». Те же самые персонажи, которых сегодня корежат от слов Украины, и которые тщательно говорят на Украине. Ну, видимо, вы в каком-то смысле описали кончину Советского Союза, которую мы пережили, когда вдруг за 3 дня мощнейшего государства мира не стало. Но, наверное, разница состоит в том, что... Пламенные комсомольцы, которые агитировали за референдум о сохранении Союза, когда все вот эти трибуны, народные, полународные, не совсем народные, кричавшие о своей верности идеи имперства и Советского Союза, в течение 2-3 часов полностью перелицевались. Полностью перелицевались тогда в пламенных либералов. Сейчас, вероятно, они будут перелицовываться, я уж не знаю в кого, но то, что перелицуются, и все будут рассказывать про то, что в тайне-то они на самом деле держали кулачки. Вот Бортко у нас, вот он пригласил, знаешь эту восхитительную историю, да? Бортко собрался снимать фильм о Донбассе. Да, да. Да. На главную роль он пригласил артиста Панина. Вот тянет Бортко все время на собачек. Панин, насколько я понимаю, будет играть Захарченко. Я уж не знаю, сколько собак пострадает в процессе съемки, сколько будет изнасиловано, но, вероятно, это будет некая аллегорическая картина, где артист Панин будет взаимодействовать с собаками желто-голубого цвета во всех совершенно видах. Это будет выдано за очередное торжество русской идеи. Но когда все закончится и когда все изменится, Бортко скажет: ребята, да я же стебался. Ну что вы думаете, я зря что ли пригласил Панина? Да? То есть мы видим, что везде эти люди оставляют себе пути, дорожки и даже такие шоссейные дороги для отступления. Александр Глебович, благодарю вам за участие в нашей программе. Это был российский публицист Александр Невзоров. Всего доброго, Александр Глебович. Мы продолжаем наш телемарафон. И его историческую часть со мной вместе в студии продолжит известный историк Гульнара Абдуллаева. Салям алейкум. Алейкум салям. И известный историк также украинский Вахтанг Кипиани. Салям алейкум. Алейкум салям. Вот Вахтанг говорит по-крымско-татарски, как мы видим, чуть-чуть, да. Поэтому я бы хотел задать вопрос первый, я не знаю даже кому, но, наверное, Гуля, тебе, потому что ты занимался больше средневековой историей и историей первой аннексии Крыма. Каким образом обосновывалась та аннексия Крыма и какую политику вела Российская империя по отношению к крымским татарам тогда, начиная с 1783 года? Ну, во-первых, надо говорить о том, что 1783 год – это такая отправная точка была, потому что Россия уже загодя, за несколько лет до этого вела очень активную кампанию к покорению как Крыма. И здесь, в общем-то, аналогичная ситуация, работу, да. только если здесь у нас произошло, да, подготовительная работа, безусловно, была, но здесь еще более, ну, можно так сказать, что на большие года растянулось, потому что это все на самом деле еще складывалось, была главная идея в первый год, когда Екатерина II зашла на престол путем переворота, да, в 1762 году. Именно тогда граф Воронцов, дабы выслужиться перед ней, преподнес ей такие записки о Малой Татарии, в которых было ясно и четко сказано, какую пользу принесет России, если Крымское ханство присоединится к Российской империи. Ну, на тот момент у нее достаточно было шаткое положение, но она приняла эту идею, и через несколько лет, да, там, по-моему, порядка 6 лет прошло, была спровоцирована так называемая русско-турецкая война, которая вспыхнула в 1768 году. Как это все похоже на Мало-Татария, как это все похоже на Малороссию, на все эти идеи. В общем-то, все имперские идеи обосновываются одними и теми же аргументами. В Средневековье малый означало не то, что мы сейчас полагаем. Обычно малый, вот Малороссия, это главный, это центровой, да. Это корень. То есть в этом смысле нет унижения. Но да? Империя впоследствии там, за столетия сделала из этого слова и слова малороссы там, и так далее, сделала нечто уничижительное, второсортное и так далее. А Малотатария в данном случае у Воронцова подразумевалась только Крым, потому что Крымское ханство, мы знаем, что это территория современной Одесской, Николаевской, Херсонской и части Кубани, да, и вообще, ну, границы достаточно размыты были, потому что достаточно великая империя была, и, естественно, никакого выхода к морю не было, надо было осуществить давние заветы Петра I, выход к Черному морю. То есть амбиции всегда были, и тут еще получается как Черное море,
право у Османской империи пересекать Босфор было у Франции, у Англии, то есть они могли заниматься торговлей. Россия, сколько этого не добивалась, она не могла добиться, потому что ей всегда давали в Стамбуле отпор. То есть и тут надо было как-то спровоцировать ситуацию. Международное положение тогда, наверное, способствовало, я не знаю, наверное, России повезло на тот момент, потому что в Польше, Речи Посполитой на тот момент были перетрубации, потому что надо было нового короля избрать. Естественно, Россия хотела своего ставленника. Естественно, поляки сбунтовались, и они обратились к османскому султану и крымскому хану. Мы знаем, это была Барская конфедерация, когда, чтобы поддержать поляков. И вот тогда, на тот момент, опять-таки, Россия спровоцировала эту войну вторжением в города Дубасар и Балты, города крымско-татарские. То есть это опять похоже на вторжение и в Донбасс, и абсолютно, вот это все. Да, но единственное, конечно, мы знаем тот парадокс в Крымском ханстве, что не было регулярного войска, что мы не могли в тот момент дать отпор. Но дело даже не в этом. Война была, война разразилась, был поставлен во главе крымский хан, был вновь избран Крым-Герай, один из величайших полководцев своего времени. Естественно, Россия опасалась этого хана. Так, к сожалению, случилось, что этого хана отравили. То есть этого великого полководца не стало. И, в общем-то, все войска Крымского ханства, они были задействованы на придунайских княжествах. То есть они были на Балканах. Они совместно с Османской империей. Крым некому было защищать. Ну, в общем, есть история с отравлениями, тоже очень укладывается в нынешнюю политику России. Что мы не вспоминаем, то все возвращается. Приемы те же. Приемы те же, абсолютно да, те и же. манеры те же, и обоснования те же. А еще... Такое ощущение, что как будто они калька, да, вот у них вот все события, которые происходят сегодня, что происходят 230 лет назад, которые происходили. Это, по-моему, такая одна калька, они, по-моему, Но русский мир был изобретен давно. Это все его реинкарнации в виде Советского Союза, в виде Российской империи, в виде вот этой агрессивной политики и так далее. Но самое важное, если брать исторический аспект и обоснование всех этих аннексий, захватов Украины, там, Крыма и так далее, мне кажется, очень важно, что Российская империя придумала себе новую историю. Она уничтожала историю Украины, она уничтожала историю Крыма, и физически уничтожая материальные там ценности исторические, и идеологически она писала свою историю, в которой Украина была Малоруссией и такими приграничными землями, которые, естественно, принадлежат России. И Крым тоже был таким естественной частью якобы России. Если он русский Крым, то... Да. Когда татары его захватили? Может, так посмотреть? Да. Вот когда, Вопрос, произошло? когда существовал этот русский Крым. Да. Ну, вы знаете, мы выпустили карту Крыма, топонимическую. И вот я езжу по областям, и учителя ее получают в руки. И я говорю учителям, что я вам предлагаю, сам учитель школьный. Поэтому дайте своим детям задание найти на этой карте исторические русские топонимы. И когда на следующий день ученик скажет: Марья Ивановна или там Николай Петрович, ну, я не нашел, ставьте ему 12 баллов, потому что он молодец. Потому что, изучив, используя эту большую карту на коленях, он найдет там буквально там 7 колодцев, или, ну, буквально одно или два наименования, которые имеют, опять же, и крымско-татарские соответствующие топонимы. Ну, просто перевод. Да, но там есть крымско-татарские, там есть турецкие, там есть итальянские, там есть греческие, там есть немецкие, там есть и идишистские даже названия на этой карте. Но русских исторических топонимов нет. Там есть несколько советских, вроде Красноперекопска, Щелкина. Но факт, что вот нет русского мира там, где он должен быть с самого начала. Но если нет реки, горы, бухты, ни одного ручья, города или там поселка, названного русским именем до 47 года. Ну, извините, о чем мы говорим? Да, о чем мы говорим, когда 234 года назад ровно ни одного русского на территории Крымского ханства не было. Вот уже с чего. И как могут русские говорить, что Крым испокон веков был русским? На фоне многолетней, многотысячелетней истории региона, конечно, есть период, в котором Россия была известным игроком. Она захватила этот регион, она свои порядки устанавливала. Да. Потом она изменялась в виде советского государства. Но мы понимаем, что это та же самая Российская империя, только... Но это колония, по сути дела. Это колония. Поэтому нельзя исключать этот период. И надо изучать, потому что корни проблем сегодняшних, они не в 1000 лет назад. Они уходят в оккупацию первую, оккупацию вторую и оккупацию третью. Вот как раз в этом смысле попытка восстановления крымско-татарского государства 100 лет назад – это важный период, который в Украине почти никто не знает. Да. И ключевые имена там того же Намана Челебиджихана абсолютно… Хотя это одновременно происходило после февральской революции, одновременно происходило как раз с теми событиями, когда Украина обретала свою независимость, к сожалению, раздавленную. Бывшего российского государства. Причем то же самое там происходило в Крыму.
Ну вот, к сожалению, мы об этом знаем мало. Вот надо сказать, что это как раз очень важно, чтобы во время передач, во время там ток-шоу люди узнавали новые слова, а потом уже гуглили, искали хотя бы в Википедии какие-то опорные точки, на которых понимали, слушай, мы этого не знаем, а это же было. Так это опять уничтожали нашу же историю уже в советское время, Абсолютно когда переписывали. они не могли, допустим, вырвать из советской истории Керенского, так как в Санкт-Петербурге происходило, да, но они вырывали Намана Челебиджихана, первого президента Крыма, независимо от Российской империи. Они в советской школе никогда мы не могли услышать лидеров Украинской Народной Республики, и вообще об этих событиях вообще не сообщалось. Да. Вот, ну, я думаю, что тут мы пережили общий период истории, который говорит о том, что нельзя выбрасывать то, что было. Можно по-разному относиться к тому, что было. Но просто, как вычеркивать, люди возраста моей бабушки рассказывали, что в школе приходил учитель и говорил, а сегодня мы вычеркиваем или вырезаем ножницы из учебника того же Берия, условно. Еще вчера он был вторым человеком в государстве, а сегодня его нет. Завтра изменилась политическая ситуация, выкидывают из учебников или из книг ту антипартийную группировку того же Ворошилова, Маленкова и других. То есть это говорит о том, что Советский Союз был построен как империя вранья. Она уже была даже не только империя как государство, просто все было вранье. Рейган назвал империей зла, но она империя лжи тоже была. И лжи тоже. Да. Вот История у нее тоже есть, у этой лжи. Потому что мы знаем, что в 18 веке при Екатерине II целые цеха работали на то, чтобы сдавать документы, подделки, которые принимались за то, что переписывание истории происходило. На самом деле Вот смотри, это было. Вахтанг сказал как раз о том периоде, кстати, многолетнем, когда вырывали страницы исторические, в буквальном смысле слова. Но, как выясняется, вернуть эти вырезанные страницы это не так просто. И вот Вахтанг Кипиани рассказал нам как раз о карте исторических топонимов Крыма, где все крымско-татарские названия восстановлены, и греческие, где были разные вот эти исторические названия, которые всегда были в Крымском ханстве, их никто никогда не менял. Или параллельно, потому что очень часто разные... Да, понятно. Да. Один и тот же город. Которые были затерты потом русскими названиями и даже, хуже того, советскими названиями. И вот сейчас эта карта шикарная, она большая, она ясная, она подробная. Но почему-то твои усилия людей, которые тебе помогали в этом, как бы оказались в чисто таком, книжном контексте. Вот эти карты приобретены органами власти, например, депутатами. Власти нет. Это как раз одно из таких очень странных разочарований. В том смысле, есть же сложные проблемы. Вот там вернуть Крым – это сложная проблема. Она состоит из 1000 шагов. Но если мы не сделаем первые несколько шагов, вы, Айдар, свой, вы, наверное, свой, я свой, мы никогда не придем в наш, ваш и мой Крым. Тобто, в этом смысле это очевидно. Поэтому выпуску такой большой карты для школ, мне кажется, было таким пасом, таким подарком государству, которые не сделали этой карты ранее, чтобы она попала в систему образования. Оказалось, вот так сверху, чтобы одно умное лицо или голова приняли такое решение, это не работает. Поэтому мы опустились ниже. На данный момент из 1000 выпущенных карт 900 уже нет. Они уже в поле, они уже у людей, у учителей в первую очередь. Это ты сам делал? Это я сам сделал. Я еще несколько человек, которые мне помогают в каждом конкретном городе. В городе Николаев это волонтер Давид Арахамия, грузин этнический. В Виннице это мэр города. В Житомире это мэр города и активисты. В Луцке это какая-то одна из политических партий. В Бахмаче и Конотопе это другие политические партии, которые друг другу оппоненты, но они понимают, что и те, и другие, что эта история должна быть в школах. И украинский ученик, там нет крымских татар в Конотопе, но там есть люди, которые завтра, извини, должны пойти на фронт, взять оружие и воевать за Крым в том числе. Это те люди, которые завтра напишут статьи о Крыме. И они должны знать с детства, что это русский мир, это эфемерия. Ваша карта, она говорит, то есть всегда наглядные документы, они всегда сильнее. Вообще на этом строится западное образование, на источниках, на документах настоящих, да? Она сильнее лекции об истории Крыма. Ее надо смотреть и читать. Посыпать голову не надо, потому что там, где государство не дорабатывает, реально в некоторых местах просто отсутствует. Это делает общественное мнение, это делает общество как таковое, это делает бизнесмены, это делает местное самоуправление. Я согласен, Вахтанг, но таким людям, как ты, государство должно помогать, поэтому я сейчас хочу, я не знаю, если услышат или слышат помощники, или сама Лилия Гриневич, министр образования Украины, обратиться к Министерству образования, к правительству Украины, в конце концов,
к людям, которые курируют Министерство образования и распоряжаются бюджетами. Это не такой огромный бюджет закупить карту настоящих исторических топонимов Крыма, и чтобы она оказалась в каждой школе, на стене, в каждом классе, в распоряжении каждого учителя истории. Если вы не сделаете этого сейчас, то действительно и ни первого шага не будет сделано вообще к осознанию Украины, нашей общей истории, и к тому очищению от той советской и российской вот этой исторической скверны и мусора, которым нам голову зачистили. Я еще раз говорю, что это важнейшая вещь для государства, и никакие волонтеры, даже если будут очень стараться, они не принесут в каждую школу, не дадут каждому учителю эту карту. Тут есть очень хороший пример. Ивано-Франковская область далеко от Крыма находится. Я написал письмо, сказал, вот есть такая идея. Прошло несколько месяцев. Я думал, что они уже ничего не делают. Звонок, мы готовы купить. 360 карт. Одна область. В одну область попали. Это вот человек, низкий поклон тем людям, которые думают о том, что молодежь при Карпате в университетах, в школах, гимназиях завтра будут учиться по истории Крыма, которая не имеет вот этого советского, коммунистического, российского, имперского ила сверху. Вот фактически это пример того, что нет невозможного. Если это может сделать маленькая и далеко от Крыма находящаяся Ивано-Франковская область, то, соответственно, я думаю, что Запорожская, Херсонская как минимум обязаны это сделать. Конечно. Это неправильно, что они находятся сейчас фактически на фронте, на административной границе, которая стала, к сожалению, фактически государственной границей с Российской империей в виде Российской Федерации. Вот это пример того, что есть люди в нашей системе. Они не в правительстве, они ниже, они мэры, они начальники управления администрации, но они делают свою работу, и поэтому вот нельзя сказать, что все плохо. Нет, их мы хвалим. Вот как раз я считаю, что это очень важный пример, что можно сделать хорошее дело. Могут и другие главы областей, мэры городов это сделать. Это действительно важно. Этим вы сделаете просто большой шаг в сшивании Украины в нашей истории. И я хочу... Ведь одна из проблем была в том, что многие не понимали и не знали. Да, мы все приезжали в Крым туристически. Ну, кто больше интересуется, ходил на экскурсии, там, в Ханский дворец или еще куда-то. Ведь большинство были потребителями. Они гуляли по набережной, кушали мороженое или чебуреки, и вот там посещали царские дворцы. Вот это был тот Крым, но ведь был другой, параллельный Крым, в котором была другая история. Я, кстати, вот мне так повезло, я в последний свой приезд в Крым, это уже был декабрь 2013 года, я пошел в библиотеку Гаспринского. Я открывал, там как раз была наша с вами коллега Гуляра Бекирова, мы с ней как бы разговаривали, она доставала какие-то книжки, она вызвала охранительницу фондов. Ну, одним словом, я потратил несколько часов жизни, но я очень доволен, что я успел это сделать. Потому что сейчас, конечно, я бы туда и не поехал, и я не думаю, что будет такая искренняя и такая интересная беседа о прошлом Крыма. Вот в чем дело. Это важно, что этот Крым у нас был. Поэтому мы должны вернуться и сделать его лучше. А лучше мы должны через историческую правду. Когда мы будем знать, что никаких вот этих имперских топонимов или коммунистических, там, гвардейских, калининских, войковских и прочих убийственных названий на карте Крыма не будет. И то, что парламент Украины трусливо не переименовал эти топонимы, а сказал так, что мы вот вроде как переименовываем, но после деоккупации. Это неправильно. Это уже сейчас на картах Гугла во всем мире уже должно быть Курман-Келимчи. Так нет, там же так было, что Google отреагировал на это решение, переименовал, а потом, когда они узнали, что украинский парламент сам отказался переименовывать на официальных картах, вернули обратно советские вот эти российские названия. Да. Это, конечно, величайший позор. Это трусость, потому что тут нет проблемы. Надо честно сказать, что если мы считаем Крым нашим, украинским и крымско-татарским, соответственно, мы должны это зафиксировать. Знаете, люди за флаг погибают. Название города, название населенного пункта – это то, за что люди погибают. Люди не хотят жить в этих коммунистических латах, скажем так. Поэтому это вот просто тут вы обращались к министрам и так далее. Политикам нужно говорить, это несложно. Это вам не нужно рисковать так, как рискуют люди на фронте. Вот вам нужно просто взять и один пункт постановления изменить и ввести в действие вот эти декоммунизированные и исторические названия. Дело в том, что вот эти аргументы, вот эти измененные названия российская пропаганда использует как раз как свои права на Крым. Если этот покров вот этой лжи исторической снять, да, то это и государственный шаг, это не только для школы истории, да, это и воодушевит людей и в Крыму, и воодушевит вообще людей, которые борются с российской агрессией. Вообще это аргумент такой документальный, понятный против всей этой идеологии русского мира, которая ведет к этим всем трагедиям. И я хочу вот у Гули спросить, да и у тебя тоже, Вахтанг, по поводу того, что
не существовало же никогда совместной крымско-татарско-украинской истории. Она была уничтожена, сметена вместе с названиями историческими, как будто этих народов, в принципе, они мало существовали где-то там на задворках империй, но и между собой они никак не коммуницировали. Вот как раз Гульнара, она делает серию программ про совместную историю украинцев и крымских татар. Вот насколько это было плотное взаимодействие, насколько это была общая история в те времена, когда российская пропаганда ее не переименовала. Далека была от этого, когда была еще Московия, да. Не, на самом деле взаимоотношения были очень тесными. Во-первых, два государства. Соседних. И соседние государства, И крупных да, достаточно. и достаточно крупных. Да, на тот момент, конечно, это была Речь Посполитая, но тем не менее украинцы и крымские татары, это, во-первых, были смежная граница, да, и мы знаем, что граница, особенно по Канев, как Черкассы и Киев проходила на тот момент еще. То есть получается, что очень тесные взаимоотношения. Я хочу более того сказать, что крымско-татарский язык тогда в новое время, в конец Средневековья, нового времени, был такой же международный, как сегодня английский, тогда был крымско-татарский. То есть украинцы прекрасно знали крымско-татарский язык. Нагайцы, проживающие в приграничных регионах, они также владели украинским языком. Это шло не только помогали, как мы знаем в истории, в походах, да, когда совместные были походы. Мы знаем, что освободительная война Богдана Хмельницкого была выиграна первые битвы благодаря Тугайбею и впоследствии крымскому хану Исламгераю III. Мы также знаем, что поход на Москву, один из первых, который еще третьим крымским ханом, Мухаммедом Гераем I, Евстафий Дашкевич вместе с ним ходили в походы на Москву. А мы также знаем, что с Фетхом Гераем, Колгой Фетхом Гераем, украинцы принимали участие в мадьярских походах и брали город Эгер. То есть взаимоотношения это только в военном плане, но было еще культурное, экономическое, да, духовное. И мы сегодня знаем, что в украинском языке достаточно много тюркских, крымско-татарских А назови, слов. кстати, ведь многие не знают, наверное. Мейдан, сирники, кроватка, что еще много, Каве. что шальвары, Кава. каве, Знаете, я на днях был- фальджанка во Львове. Да, я на днях был в Виннице буквально неделю назад и зашел в музей марки, есть в Виннице, называют имени Якова Балабана. Тут же появляется наш с вами общий знакомый Рустем из Львова, крымский татарин. Говорит, а Балабан по-крымско-татарски это большой, да? Да, Балабан ну, то есть украинская, как бы, ну, фамилия. Очень много. Да, очень много. И в еврейской традиции есть Балабаны. Ну, то есть факт, что это проникновение было вообще. Были и войны, были и проблемы, все было. В истории все было. И воевали, и жили в мире, да. Но тут вопрос, что мы хотим из этого взять. Мы хотим взять то, что мы должны знать, то, что это было. Там, где были войны, мы должны сказать, что больше такого никогда не было. Конечно. Это один урок. А второй урок была огромная история сотрудничества, взаимопроникновения. И кухня, и одежда, и фамилии, и семьи. Был такой очень известный диссидент и украинский националист Анатолий Лупынис. Он был лидером УНАУНСО в первый период, ну, как в 91 годах. И я у него записывал интервью, а у него такой немножко как бы раскосые глаза были. Он сказал, что я уверен, а он с Черкащины. Я уверен, что мой пращур приторочил к седлу, ну, тогда, там, турчанку или крымчанку и так далее. И вот поэтому мы такие. И, естественно, он к этому относился очень хорошо, потому что он считал, что это давало нашему своему украинскому народу новую кровь, новые образы и так далее. И то же самое, ведь же огромное славянское было, как бы, украинское как бы население в Крыму, которое тоже смешивалось с крымскими татарами, с греками, с итальянцами. И из этого, собственно, рождался, мне Давай кажется, вспомним хотя бы крымско-татарский народ. Известного всем украинцам и людям далеко за пределами Украины, ну хотя бы грамотным людям, Григорий Сковорода. Да. Который Крымский этнический татарин? крымский татарин. У него предки Да. были от Калгиша Генгерая, да. Интересно, я этого не знаю. Да. Да. Это он не скрывал никогда. Они были из крымских татар. Он настоящий Более потомок, того, один из потомков да. крымских Мне открыли глаза родов. просто. Более того, знаменитый наш Достоевский, да, от которого корни шли Русского из мира корни идут. извините меня, острожских татар, да, а в Остроге жили община крымских татар, выходцы из Крыма, ну, скорее всего, Буджак или Едисан, вот, и там была община. Это Волынь, да, оттуда его мама была. Мы также знаем, в Галичине были огромные, ну, как сказать, общины, да, которые мы знаем, во Львове, в Ивано-Франковской области, там еще есть В Галиче, да? Татарев город, да, и очень много, Татарев там, да. кстати, очень много топонимов Много тоже. топонимов даже разбросанных по Украине, разбросанных именно, о которых мы не знаем. Они связаны с Крымским ханством, они связаны с Крымом напрямую. Да,
Ну, одним словом, мы ловимся в открытую дверь. Взаимоотношения, Для ученых, да. вот для историков, это все как бы очевидная вещь. Но надо рассказывать это обществу. Конечно. И в виде фильмов, в виде передач, в виде карт, в виде, там, не знаю, публикаций в прессе, и вклада в какие-то популярные газеты. Потому что человеку трудно заставить там, прочитать толстую книжку, которая, ну, говорит... Абсолютно. А знаете, я вам приведу Согласна, такой пример. Однажды я слушал одну радиопередачу здесь, в Киеве, про историю кофеварения, вообще потребление кофе в Украине. И когда речь шла о кофе, человек-эксперт по кофе, который был гостем этой программы, сказал, что ну, первые кофейни появились во Львове, там, тогда-то, тогда-то. Но я потом позвонил, эта девушка прекрасная, она просто действительно этого не знала. Я рассказал, что история вообще-то употребления кофе на территории нынешней Украины, она началась в Крыму. И вся терминология кофейная, и все традиции кофейные, они на самом деле крымские. Но просто этого даже, вот, правда, люди не знают, когда они говорят филижанка. Там, история или, Кульчицкого, который привез там мешок или там несколько мешков Да, кофе да, да, это из Вены. Это из-под, как бы, да, под- это она мифологизирована, она памятник даже стоит. А ведь действительно же, как бы, наверняка в Крыму-то была выпита Крыму, чашка чая. главное, это традиция легко, была, легко подтверждается кофе-хане исторически. были, Да? да. Вот эти кавехане, кофейни, кавехане, это звучит похоже, да? Это же все было, это на гравюрах. Это сидят люди с трубками, с кофейными приборами. Это описано в путешествиях историков европейских, османских. Вот эти традиции. Ну Это... да, Восток без кофе Такая невозможен. субкультура Да, была. Там даже был такой момент, может, не исторический. Даже бедный человек, который заходил в кофейню, ему подавали кофе, то есть, и получается, что все, кто пил, и тут кофешена, который разносил кофе, он кричал: «Бедова, бедова», то есть бесплатно, кофе бесплатно. Кто-то из богатых, который заходил, он обязательно за всех платил, то есть и все спокойно пили. Но настолько такая субкультура была, действительно, про кофе можно говорить очень много. Поэтому, естественно, традиция пришла из Крыма. А естественно, что у нас взаимоотношения были очень тесными. И я думаю, что, по-моему, даже раньше в кофе вошло на территорию Украины. Только вот мы Опять знаем, же, Украина что... большая, поэтому, наверное, на Западную Украину пришло из Вены. Да, А да. вот на юге Украины, конечно... Это я к тому, что это невозможно разделить. Абсолютно. И что многие связи для простых людей, для наших зрителей, которые, может, в первый раз об этом слышат, не очевидны. И роль, конечно, вас как историков, она колоссальна сейчас, потому что действительно это работа, прежде всего, с обществом. И то, что вот ты, Вахтанг, делаешь, и то, что Гуля делает, это такое просвещение, это создание, в общем-то, Украины новой, которой без вас вообще невозможно. И невозможно без новых учебников, невозможно без топонимики и так далее, и так далее. Как ты думаешь, Вахтанг, удастся все-таки, такое плохое слово, дожать парламент наш, чтобы все-таки топонимику историческую Крыма в рамках декоммунизации вернули и сталинские эти названия убрали? Я думаю, что это несложная задача. То есть нужно просто, чтобы несколько разных сред объединили усилия. Вот как когда была борьба за вывеску за улицу имени Вацлава Гавела. Вот люди приложили усилия. Это были осязаемые люди. Это не люди из космоса сделали. Это конкретные люди, которых мы с вами знаем. Поэтому нужно, чтобы из крымской татарской среды, из журналистской среды, Из исторической среды. из историки, люди, которые в принципе поддерживают декоммунизацию, таких людей очень много, чтобы они приложили усилия, обратившись к своим народным депутатам, тем, за кого голосовали, или тем, на кого имеют влияние, и сказали: поставьте в повестку дня просто изменить пункт такой-то, такого-то. То есть тут не надо... 5 минут. Да, это реально работа на 5 минут, правда. Вот если бы даже нас услышали там тот, кто имеет право законодательной инициативы, он мог это сделать за 5 минут. Если у него не хватает усилий, или он об этом не слышит, или даже не знает, то нужно просто, чтобы ему или Мустафа Ага, или Рифат Ага просто в ухо вложили и сказали: это нужно не мне, это нужно тем украинцам, не только крымским татарам, но и украинцам, и даже русским в Крыму, которые не хотят жить в России. Мы же знаем, что большинство людей, нормальных людей в Крыму, с кем мы дружили, с кем мы пили чай или кофе, кому мы ездили в гости, они не поддерживают оккупацию. Ну, наверное, в каждой среде по-своему, но я почти всех потерял. Очень много русских людей этнических, которые помогают крымским татарам и которые... И которые выехали, да, кстати и говоря. выехали, Я знаю таких людей, которые выехали, и которые поддерживают. Сейчас они являются большими украинцами, чем многие те, которые пишутся по украинцам. Ну, потому что они многое потеряли в жизни, наверное, Да. поэтому у них это обостренное чувство потерянной родины. И им стыдно. Вот что еще важный момент, что многим этническим русским, как порядочным людям, им стыдно. Вот когда неделю назад в Москве был пикет в поддержку крымско-татарского народа, вот до слез хотелось просто вот как бы расцеловать этих людей, потому что, зная, что им угрожает тюрьма,
на самом-то деле. Или выбросить с работы, или с аспирантуры. И люди держали плакаты, что нам стыдно, что это война, что Крым – это родина крымских татар, что Меджлис должен быть официально признанным органом, самоорганизацией, ну, собственно, как он был, есть и будет. Поэтому вот эти люди есть в Москве, естественно, они есть и в Крыму. Другое дело, что им страшно. И если мы будем больше делать в Украине, и не только в Украине, во всех странах мира, акций, событий, им будет легче просто думать и жить, что этот момент деоккупации... Я думаю, что их борьба с той стороны, под этим страшным давлением, да, под этой угрозой, да, она должна встречать движение и с нашей стороны. И даже такой шаг, казалось бы, символический, как переименование крымских топонимов, на самом деле, когда это произойдет, а я уверен, что это произойдет и будет так, как ты говоришь, это будет страшным ударом по русскому миру, там будет страшная, невероятная истерика в СМИ и так далее. Потому что разрушение мифов – это такая же победа. Я благодарю вас за участие. В нашей программе были два известных историка Гульнара Абдуллаева и Вахтанг Кипиани. Мы продолжим наш телемарафон через некоторое время. Оставайтесь с нами. До встречи.